Люди с симптомами отравления начали поступать в центральную районную больницу города Алагир накануне вечером. На данный момент более 70 человек отправлены на дальнейшее лечение в Владикавказ. Но число обращающихся за помощью медиков продолжает увеличиваться. Среди пациентов есть и дети, их около 30. Состояние больных оценивается как средней степени тяжести. Основной поток жителей города поступил в больницу ночью. Своевременные меры врачей помогли предотвратить тяжелые последствия отравления. Капаем. Вроде дома я сама медик, промыла желудок, левомицин попила. Но все равно не легче было, голова кружилась. Сейчас в этой больнице переполнены кабинеты. Людей продолжают доставлять в больницы Владикавказа. Причиной массового отравления стало загрязнение питьевой воды из-за неисправности старых труб. В Алагире местные власти призывают жителей города употреблять только кипяченую воду. Прежде всего, о чем мы предупредили население со вчерашнего вечера, что не нужно употреблять сырую, как мы говорим, не кипяченую воду в хозяйственно-питьевых целях. То есть воду для питья, естественно, кипяченая, для мытья посуды только кипяченая, для каких-то других хозяйственных нужд только кипяченая вода. И вот таких вот правил нужно придерживаться, пока ситуация не нормализуется, с водой я имею в виду. Затем правила личной гигиены, ничего в этом нового нет, это тщательное мытье рук с мылом, конечно же, опять же, подчеркиваю, кипяченой водой. Ночью прямо на месте в Алагирском районе состоялось экстренное совещание с участием временно исполняющего обязанности главы Северной Осетии Тамерлана Агузарова. А сегодня эту проблему будут обсуждать на специальном заседании правительства республики. Это уже второй случай массового отравления в Алагире. Предыдущий произошел в октябре 2014 года. Прокуратура района проведет проверку по факту инцидента. Дэвид Мамедов, Георгий Джикаев, агентство Ринформ, Осетия ТВ.